пальчиковые игры в крымско-татарском фольклоре как форма вхождения в смысловое пространство национальных ценностей на основе публикации детского фольклора под рубрикой «Балалар Дунясы» в газете «Лена Дуня». Тем временем, как я буду немного рассказывать вам о своем докладе, передаю вам странички «Балалар Сайкесы», которая выпускается в месяц раз. Вот. Здесь вы можете просмотреть малые формы фольклора, которые мы представляем для подрастающего поколения. В докладе описываются характерные особенности влияния малых фольклорных жанров, пальчиковых игр на психическое, а также на всестороннее развитие детей как форма вхождения в смысловое пространство национальных ценностей на основе публикации детского фольклора под рубрикой «Балалар Дунясы» в газете «Яна Дуня». Также рассматривается возможность использования малых крымско-татарских фольклорных форм, пальчиковых игр, храм-татарча пармахойнлар деп айтыла, для повышения эффективности воздействия на различные психические, а также всесторонние процессы развития детей, такие как, мы знаем, мышление, память, воображение, восприятие, речь и так далее. Актуальность исследования моего доклада обусловлена важностью развития личности детей средствами малых жанров крымско-татарского фольклора, а также использование которых базируется на моделировании когнитивных и коммуникативных процессов, лежащих в основе языковой, а также мыслительной способности ребенка. Цель заключается в раскрытии специфики влияния малых фольклорных жанров пальчиковых игр пармахойнлара на психическое и всестороннее развитие детей как форма вхождения в смысловое пространство национальных ценностей на основе публикации детского фольклора под рубрикой «Балалар Дунясы» в газете «Яна Дуня». Собранные воедино, систематизированные и проанализированные сведения о малых жанровых формах крымско-татарского фольклора из столь обильного материала, конечно же, позволяют осветить их со стороны воздействия на психическое, а также всестороннее развитие детей, что до настоящего времени не было предметом специального научного исследования. Крымско-татарский фольклор, как явление искусства, имеет очень богатый арсенал средств воздействия на различные стороны структуры личности ребенка. Определение психологической, воспитательной целесообразности методов народного, нравственного воспитания является перспективной задачей, продиктованной современными требованиями к личному развитию детей. Любой возраст, конечно же, очень важен для психического и всестороннего развития ребенка, так как на первое место выходит целенаправленная познавательная деятельность, в процессе которой происходит существенное изменение в психической сфере. В этом возрасте черты производности начинают приобретать такие психические процессы, протекающие во внутреннем умственном плане, как память, мышление, воображение, восприятие и речь. А также воспитание и обучение и применение пальчиковых игр приводит к большим изменениям, а также эмоциональной сферы ребенка, что способствует появлению у него живого отклика на различные события жизни, а также меняет его отношение к вещам. Ребенка можно привлечь в процессе игры, пальчиковых игр, отвлечь его, когда нарушается какое-то психическое происходит, такое нарушение, то есть ребенок в форме игровой деятельности немного уходит в игру. Также меняет его отношение к вещам, перестраивает его субъективный мир. Фольклор должен чаще использоваться как средство развития человечности, гуманных качеств личности, добра и справедливости, чувства гражданственности. В связи с этим педагог, конечно же, должен обратить внимание, и причем особое внимание при отборе произведений малых фольклорных жанров, а также при подборе пальчиковых игр и других фольклорных жанров должно быть отобрано по возрастным признакам ребенка. Особое место в крымско-татарском фольклоре занимают пальчиковые
уровень я была сама была воспитателем, сейчас в данный момент являюсь корреспондентом, но у меня есть немного опыт, и я опробировала и выявила, что пальчиковые игры легко обучаемы, они прежде всего лаконичны. В игровой форме ребенок очень легко осваивает, у него отходят дефекты речи, то есть в логопедии очень огромная помощь, плюс формируется у ребенка дикция, плюс различные созвучия, рифма, даже порой выслеживается искусная ритмика. Все это облегчает, конечно, запоминание, и они прочно откладываются в памяти ребенка, что очень важно для ребенка. То есть благодаря пальчиковым играм, так же как и сюжетно-ролевые игры, ребенок входит в игру, и это ему в дальнейшем будет являться помощью, чтобы ребенок смог в дальнейшем самореализовать себя в социуме. Хочу обратить ваше внимание, как мы показываем это наши рубрики «Балласа и феста» на стенках газеты «Яндекс Музей. Misal için Armançı koyunu herkes bilir. Bizim kartına hırvabalarımızdan Hakan Nuri Armançı koyunu. Bunda endi musafir geldi. Tak etip pencere деген oyunu. Сіздерді біраз мен көрем расламақ керек, келіңіздер менің артымдан текрарлайық. Бұл бармақ ойыны біздің Айше hocamızdan yazып алдық. Келіңіз мен yapқан bütün hareketlerini менің артымдан текрарлайық. Tak eti pencere, yuhladı mı aciri, gece gelgen kim eken, bu musafir bay eken. Yuhu eken musafir, көзчекілерге тез кір. Так etmей пенжере, қойып қалды әжере. Недавір бар. Sıçan demişim. Tez kırıp yavaştan kapısını tekrar. Тешіктен яваш баха, шаха мı? Шахаға. Sıçançıkны tutacak. Sonra onu açacak. Böyle bir parmak oyunları devam ediyoruz. Aslında biz tırışamız buna halkımız yaratıcılığından жанрлар. Bir sözмен балалар сәйкесі мұнда да біз ең бармақ ойларын береміз, ең тапманчалар olsun, енді бала ширлері, яғни балачықларының тіл seviyesini böyle dereceli seviyeye getirmeye tırışamız. Buna tapmacalar olsun, beş çiftçi. Misal için benim öz avtorluq barmaq oyunu var. Kelin sonunda rasılmayı sizlerine. Rusça ve Kırım Tatar dilinde. Дождик, не дожди, ты немножко подожди. Дай пойти до дому, дедушке седому. Ягмур, пек ягма, ялварам. Барайықбыз evimizге, har бабайға musafirlikке. Яғни бұл балачықларда ритмика, более бүтін тіл ұсталығы, yüksek seviyeli olan ve балачықлар pek yaxşı oynaylar. Ve olarını ezberliler de pek yengil ezberliler. Endi актуальной задачей речевого развития у детей является выработка дикции. Специальные упражнения помогают преодолевать детям такие трудности. Незаменимым инструментом для этих целей служат пальчиковые игры.
Малые формы, они лаконичные, ритмичные. С их помощью дети учатся четкому и звонкому произношению и проходят в школу художественной фонетики. В выводе, заканчивая рассмотрение вопроса о роли малых жанров крымстатского фольклора с рассмотрением, обучением, применением пальчиковых игр и влияние их на психическое и всестороннее развитие детей как форма вхождения в смысловое пространство национальных ценностей на основе публикации детского фольклора под рубрикой «Балалар Дуняс» в газете «Яма Дуня», конечно же, следует подчеркнуть, что эта работа пронизывает всю систему воспитания и является результатом умелого использования методов убеждения, положительного примера, организации разнообразной деятельности детей. Только гармоничное и комплексное использование всех народных средств и методов школьного и дошкольного обучения и воспитания и высокая действенность педагогического процесса в целом обеспечивают успех формирования и развития психических и всесторонних процессов подрастающего поколения. Misal için men sizga men aslında Karasu Bazar şehrinde Milli Balalar Bahçesi'nde, milli gruppalarda çalıştım. 7. adı Balalar Bahçesi. Buna benim talebelerim. Şimdi men sizga ularni sesi çıkmayı. Biraz yüksekçerek yapınızsın da. Bunu? Да. Де ви бачились? І ви бачились?
Yani barmoq qo'llari bolalar uchun kerak bir ma'lumot ve aslında böyle bir rejam var. Biz herkes ana, har babam, bita olamiz. Mutlaq balachiqani o'rgatmak kerak. Chunki ularning kelajagi bizga bog'liq ve bizim kelajagimiz